Приветствую, Иван, Мусе. Добрый день, как настроение? Добрый день, настроение отличное. Хорошо. Можете, пожалуйста, включить камеру? Здравствуйте, меня слышно? Да, вас слышно. Предоставляется министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Анатолию Аскалоновичу Семенову. Приветствую. Всем спасибо, кто приехал к нам издалека на нашу выставку, всем участникам выставки Saha Innovation. Думал о том, что мы действительно делаем большое дело. Мы в 7-й раз проводим такую выставку Saha Innovation во время праздника СССР. От лица фонда Сколково хотел бы приветствовать всех участников выставки, гостей. И каждый год очень приятно видеть, что те проекты, которые год от года регулярно участвуют, они растут над собой, делают какие-то новые продукты. Аплодисменты, уважаемые участники и гости выставки.
Дорогие друзья, сегодня в 7-й раз проходит выставка Sakai Innovation во время нашего праздника СЭХ Туймады. Я очень благодарен всем организаторам этой выставки, это команде Технопарка, команде венчурной компании Якутия, нашей Академии наук, университету, за то, что мы каждый год показываем свои достижения. У того народа, у кого нет прошлого, нет будущего. Чтя традиции, мы должны быть открытыми к будущему, изобретать, придумывать и выживать. У нас есть такой слоган «Innovate or die». Да? Для Якутии это очень актуально. И с каждым годом выставка становится все больше проектов. Проекты все лучше. И я считаю, что Sakai Innovation удался, состоялся, и новые победители будут открывать новые горизонты. Всех еще раз с праздником. Всем удачи! Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша выставка, 7-я по счету уже, Sakai Innovation, приуроченная к СЭХу Туймады 2019. Мы определили победителей, вручили призы, ребята очень довольны. Ну, в общем, все прошло очень хорошо, на позитиве. Мы считаем, что количество участников каждым годом растет, количество посетителей тоже увеличилось. Это отрадно, что такое внимание оказано на нашей выставке. И в этом году мы попали в программу ИСАХа официально, то есть мы встали на карту. И я считаю, что это помогло нам привлечь больше внимания к выставке. Спасибо главе города Якутска Светлане Владимировне, что она посетила нашу выставку, ознакомилась с проектами. То есть дальше будем, надеюсь, работать в позитивном ключе. Ну, спасибо спонсорам, организаторам выставки, спасибо нашей команде Технопарка. И с праздником ИСЭХ. На самом деле выставка была просто замечательная. Проекты мне очень понравилось, что они были совершенно разноплановые. От роботов и котлов до чая и краски. Было очень сложно выбрать победителя. Все эксперты сошлись в мнении о том, что у участников каждый проект был по-своему уникальный. И каждый обладал какой-то изюминкой. У кого-то был проработан потенциал коммерциализации, кто-то был достаточно инновационен. Как представитель Сколково я хочу сказать, что Технопарк Якутия и выставка Sakai Innovation – это отличный задел для дальнейшего развития инновационного потенциала республики. Спасибо за эту выставку, это был замечательный день.
Предоставляется министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Анатолию Аскалоновичу Семенову. Приветствую. Всем спасибо, кто приехал к нам издалека на нашу выставку, всем участникам выставки Saha Innovation. Думал о том, что мы действительно делаем большое дело. Мы в 7-й раз проводим такую выставку Saha Innovation во время праздника ESEC. От лица фонда Сколково хотел бы приветствовать всех участников выставки, гостей. И каждый год очень приятно видеть, что те проекты, которые год от года регулярно участвуют, они растут над собой, делают какие-то новые продукты. Аплодисменты, уважаемые участники и гости выставки. Дорогие друзья, сегодня в 7-й раз проходит выставка Saha Innovation во время нашего праздника ESEC Климады. Я очень благодарен всем организаторам этой выставки, это команде Технопарка, команде венчурной компании Якутия, нашей Академии наук, университету, за то, что мы каждый год показываем свои достижения. У того народа, у кого нет прошлого, нет будущего. Чтя традиции, мы должны быть открытыми к будущему, изобретать, придумывать и выживать. У нас есть такой слоган «Innovate to die». Да? Для Якутии это очень актуально. И с каждым годом выставка становится все больше, проекты все лучше. И я считаю, что Saha Innovation удался, состоялся, и новые победители будут открывать новые горизонты. Всех еще раз с праздником, всем удачи! Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша выставка, 7-я по счету уже, Saha Innovation, приуроченная к ESEC Туймады 2019. Мы определили победителей, вручили призы, ребята очень довольны. Ну, в общем, все прошло очень хорошо, на позитиве. Мы считаем, что количество участников каждый год растет, количество посетителей тоже увеличилось. Это отрадно, что такое внимание оказано на нашей выставке. И в этом году мы попали в программу ESEC официально, то есть мы встали на карту. И я считаю, что это помогло нам привлечь больше внимания к выставке. Спасибо главе города Якутска Сардане Владимировичу, что она посетила нашу выставку, ознакомилась с проектами. То есть дальше будем, надеюсь, работать в позитивном ключе. Ну, спасибо спонсорам, организаторам выставки, спасибо нашей команде Технопарка. И с праздником ESEC. На самом деле выставка была просто замечательная. Проекты мне очень понравилось, что они были совершенно разноплановые. От роботов и котлов до чая и краски. Было очень сложно выбрать победителя. Все эксперты сошлись в мнении о том, что у участников каждый проект был по-своему уникальный. И каждый обладал какой-то изюминкой. У кого-то был проработан потенциал коммерциализации, кто-то был достаточно инновационен. Как представитель Сколково я хочу сказать, что Технопарк Якутия и выставка Saha Innovation – это отличный задел для дальнейшего развития инновационного потенциала республики. Спасибо за эту выставку, это был замечательный день.
Добрый день, уважаемые зрители, участники, гости и организаторы. Мы рады приветствовать вас сегодня на нашем мероприятии, а именно конкурсе стартапов «Битва стартапов». Мероприятие проходит в рамках 9-й республиканской выставки Saha Innovation. Как вы знаете, мероприятие Saha Innovation в этом году проходит в дистанционном онлайн-формате. В программе у нас и онлайн-выставка инновационных проектов на официальном сайте. Также обширная деловая программа прошла в эти дни, где с мастер-классами, лекциями и выступлениями у нас выступили и стали участниками ведущие IT-специалисты своей отрасли. И, конечно же, основной тоже программным мероприятием является конкурс «Битва стартапов». Сегодня в этой битве, сегодня у нас выступает 8 проектов, и на самом деле битва будет по-настоящему жаркой и интересной. И я думаю, что борьба за главные призы тоже будет не менее интересным и азартным. А я напоминаю, уважаемые участники и уважаемые проекты, что призы у нас тоже достойные. Первое место победитель получит 30 тысяч от нашего генерального спонсора, официального спонсора компании Майто. Второе место, соответственно, 20 тысяч от венчурной компании Якутия. И третье место 10 тысяч рублей от технопарка Якутия. И оценивать, конечно, наших бойцов сегодня будет компетентная экспертная судейская коллегия. И у них по соответствующим критериям также после каждого выступления каждой команды будут оценивать и ставить свои баллы. Подведение итогов мы объявим сегодня. Имена победителей объявим сегодня в 6 часов. Трансляция будет на официальном сайте. Так что всем пожелаем удачи, проектам удачи и пусть победит сильнейший. Что ж, на площадку приглашается первая команда, и я рад представить проект Skylark. Итак, выступает проект Skylark. Напоминаю спикеру, что у вас по регламенту будет не более 5 минут. Можете начинать. Приветствую уважаемых участников битвы стартапов, а также уважаемое жюри и экспертов. Наша основная идея стартапа заключается в том, что мы хотели популяризовать язык и национальную музыку. Мы пришли к этой идее после того, как с моими друзьями-предпринимателями обнаружили, что якутская музыка и вообще национальная музыка не так широко представлена на международных сервисах стриминга музыки. И мы подумали, что, возможно, нам стоит создать свой сервис и развивать и продвигать его на нашем рынке и затем на других рынках. Вот мы, 3 предпринимателя, год назад пришли к этой идее, и мы сделали вот этот проект в IT-центре города Покровска. Ну, то есть мы начали проект немного раньше, примерно полгода, но затем продолжили его уже в стенах IT-центра Покровска. Так вот, и как я уже сказал, наша идея в том, чтобы популяризовать язык, и поэтому мы решили, что наш сервис должен быть представлен именно на платформах Android и iOS. Сейчас приложение уже доступно на платформе Play Market, на платформе Android. Оно работает и подписка, также пополняется база музыкальная, нам отправляют свои треки как начинающие музыканты, так и более известные музыканты. Также действует договор оферты. Если, допустим, музыкант хочет, чтобы его трек убрали из базы, то он без проблем может нам сообщить об этом, связаться с нами по электронной почте, и мы
Можем, да, убрать его трек, если ему так хочется, но еще никто из представителей музыкальной индустрии нам с таким вопросом не обращался. Также у нас есть возможность слушать песни без подключения к интернету. Это тоже считаем очень важной функцией. Если у вас оформлена подписка, то вы можете без проблем скачать ваши любимые треки и, допустим, уехать куда-нибудь на сенокос, еще куда-нибудь на природу и слушать там вашу любимую музыку. Также у нас в приложении присутствуют якутские радиостанции. Мы можем добавить абсолютно любые радиостанции. Это реализовано посредством нашего бэкэнда. Также мы сами запускаем радиостанции именно в онлайн-формате. Например, вот мы недавно запустили радио «Моя» и радио «Покровск». Также сейчас готовится к запуску радио «Вилюйск». И эта услуга также очень востребована среди представителей районных центров. Еще одним выгодным отличием нашего сервиса является доступная стоимость подписки, которая составляет всего 99 рублей в месяц. Мы пришли к такой стоимости, проанализировав основных участников рынка, и подумали, что нам не стоит заходить на рынок сразу с высокой стоимостью. Также у нас есть 14-дневный период для ознакомления, когда пользователь может воспользоваться всем функционалом нашего сервиса и потом уже принять решение, будет он продолжать платную подписку или же нет. Осталась минута. Сейчас к публикации готовится приложение на платформе iOS. Мы уже подали заявку и надеемся, что скоро придет одобрительный ответ. И надеемся, что мы займем свое место среди таких гигантов, как Apple Music, Boom, Яндекс.Музыка, которые также служили нам одним из примеров таких сервисов. И мы планируем на расширение нашего сервиса до другие регионы России, такие как Бурятия, Алтай, Татарстан, и на другие страны, такие как, допустим, Казахстан и Монголия и так далее. В принципе, вот у меня все. Спасибо, Александр, за интересное выступление. Да, Skylark Music. А я напоминаю, что Skylark Music является проектом резидента Покровского IT-центра Хангаласского района, поэтому у нас даже районы уже выпускают такие интересные проекты. Что ж, уважаемые эксперты, настало время вашего звездного часа, и по регламенту тоже 2, 3, 4 минуты отводится на ваши вопросы по презентации и по проекту спикера. Итак, уважаемые эксперты, слушаем ваши вопросы. Здравствуйте, меня зовут Мусатер Кеган, пиар-менеджер компании Майтона. Я хотел узнать, по какому принципу оформлена выплата роялти артистам на вашей платформе. Выплата роялти, пока у нас договоренность с артистами такая, что на старте мы им не выплачиваем роялти, но как только мы наберем, допустим, 10 тысяч подписчиков, то мы начнем уже выплачивать им роялти в размере примерно 15%. Спасибо. Спасибо за вопрос. Так, еще будут ли пожелания? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы каким образом вот конкурирующие радиостанции, как бы будете какие-то моменты, там услуги, льготы предоставлять, чтобы как бы больше собирать аудиторию в вашем проекте? Ну, у нас по этому вопросу есть договоренность, потому что мы сами общаемся в этом кругу и, в принципе, знаем всех руководителей радиостанций. Но в этом плане мы считаем, что радиостанции как конкурирующая услуга
скажем, ну, пользователь все равно может слушать их, где ему захочется, и также в автомобиле, но наша фишка в том, что он может слушать то, что ему хочется слушать прямо сейчас, и независимо, где он находится. То есть даже там, где, допустим, не ловит радиостанция, он может достать свой смартфон и спокойно слушать именно ту музыку, именно тех исполнителей, которые ему сейчас интересны и которых он хочет слушать. Допустим, на радиостанции он не всегда может слушать то, что он хочет, он слушает то, что включает диджей на радио, и бывает, что там включаются разные передачи. Допустим, я, когда слушаю радио, мне не вполне, допустим, нравится вкус диджея, то, что он включает, и мне хочется самому выбирать то, что я буду слушать, составить плейлист. И вот в этом, мне кажется, наше преимущество и перед радиостанциями. Поэтому мы не считаем, что радиостанции будут сильно конкурировать с нами. И можем их включить. Да, спасибо за достойный ответ. Что ж, благодарим Александра за выступление. Да, можете отключить демонстрацию экрана. И приглашается второй проект под названием «Ксенос». И представит его спикер Евгений Попов, повелитель всех насекомых. Что ж, спикер с нами, уважаемый спикер Евгений Попов, у вас ровно по регламенту 5 минут и можете начинать. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые эксперты. Разрешите представить мой доклад по теме изучения жуков пластиковедов и изучения пластика, организации пластика. Вот. Цель нашей команды – это использование личинок Захобуса морио, жук и других насекомых пластиковедов, для утилизации полистирольных отходов. Наша команда состоит из 3 человек. Я биолог, основатель команды, Кривогорницына Валерия, биолог, маркетолог и наш главный техник, ветеринар Иван Сокольник. Это то, что мы уже сделали, но сейчас мы решили остановиться только на одном главном продукте. Это использование таких боксов ферм, в которых будут находиться насекомые. Насекомые непростые, это так называемый Захобус морио жук, который может утилизировать полистирол, поглощает его, превращает его в низкомолекулярные соединения, и после этого
часть используют для своих каких-то нужд. Вот, конечно, жить на одном пластике данный жук не может, поэтому мы рекомендуем в наших фермах использовать соотношение еды и пластика 50/50. Вот, для наших продуктов, конечно, вот, помимо этого мы продаем, культивируем различных насекомых, которые Зафобус морио, грамотные тараканы и туркменистанские тараканы, и другие виды, которые здесь пока не представлены. Стоимость примерно такого контейнера составляет около 6 тысяч рублей. Контейнеры абсолютно разные модификации. Состоят из 3 секций, которые находятся по 333 личинки, которые утилизируют пластик. Мы вот провели такие вот исследования по скорости. На самом деле, если температура около 18 градусов, скорость поедания пластика значительно низкая, то есть это может быть 50 грамм. Но для пластика это, в принципе, достаточно много. Оптимальная температура, конечно, в районе 30 градусов, когда они могут съесть практически полкилограмма полистирола. Температура 12 градусов вызывает стагнацию, дисфункцию будет размножаться, питаться. Если температура опускается ниже 12 градусов, происходит гибель. Температура выше 35 градусов тоже может вызвать мор наших насекомых. Мы проводили исследования по большой мостовой огневке и доказали, что действительно пластик очень хорошо деполимеризуется с образованием вот таких вот продуктов, которые, в принципе, не опасны. Вот мы нашли интересный алкан. Сейчас мы работаем с жуком Зафобус морио, мы ставим огромный эксперимент методом газовой хроматографии, хотим определить конечный выход. Статьи ученых, на которых мы опирались, это Корея, Южная Корея, 2017 год, это Китай, 2018 год и другие страны, говорят о том, что жуки очень хорошо показывают себя как утилизатор пластика, расщепляя его на другие неопасные соединения. Мы хотим продолжить наши исследования. Это, во-первых, изучить состав микроорганизмов. Тут уже мы вышли на японских коллег из города Окинавы, которые бесплатно готовы нам помочь с определением состава. И дальше мы планируем осуществить нашу стратегию. Это вот, собственно, продавать ферму людям. У нас, судя по Инстаграму, ферма пользуется большим спросом. А также углубиться в изучении бактерий эндосимбионтов большой восковой огневки Зафобус морио. Так вот выглядит Зафобус морио, полистирольный блок. Они делают воды и очень быстро температуру его поглощают. Вот. Тут у нас 3 возможных патента. И в дальнейшем мы хотим развиваться в такие микробиологических исследований, а именно получение суспензии с высокой концентрацией данных бактерий, которые могут деполимеризировать пластик, то есть растворять его уже непосредственно в какой-то жидкой среде. Для этого нам уже не понадобится насекомые. Осталась минута. Да, все. Спасибо. Спасибо, да, Евгений, за выступление. И, уважаемые эксперты, конечно же, 5-минутка ваших вопросов и ответов от нашего спикера. Евгений, добрый день. У меня такой вопрос. Какое количество личинок необходимо для утилизации 1 куба или 1 килограмма пластика и за какое время? Это вопрос коммерциализации, так скажем. Схема полкилограмма они утилизируют за сутки, учитывая, что их в боксе будет примерно 300 экземпляров. 300. Здесь почему они, вот этот яд у меня уже где-то 5 дней съедают, здесь у меня меньше 50. Вот, соответственно, если будет 600 личинок, они утилизируют это в 2 раза скорее и больше. Больше объем, большую массу пластика. По пластикам пока что мы подразумеваем только один продукт, это полистирол, который сейчас достаточно массово производится. Спасибо за вопрос. Будут ли еще пожелания, вопросы, комментарии? Евгений, добрый день. Позвольте поинтересоваться. Вы говорили о соотношении 50/50 пластик и питание. Можете подробнее об этом рассказать? Как производится уход за Зафобус морио? Спасибо большое за вопрос. Вот человек покупает контейнер, в нем уже находится примерно 333 особи личинки.
контейнер забит стружкой специальной, в которой они живут, и человек по мере необходимости бросает туда полистирольные какие-то отходы и может бросать туда на свое усмотрение остатки со стола. Это корочка, хлебная корочка, которую очень любят. Это может быть яблоко, кусок яблока, грызы. И два раза в неделю опрыскивают. Колония может жить примерно полгода, после чего ее необходимо заменять. Но это мы продумали, это будет делать наша техника. Мы обучили несколько человек, это происходит с клиентами. Они готовы приезжать и производить замену грунта и... Спасибо. Да. Может еще вдогонку вопроса о герметичности этой установки? Какие риски могут возникнуть? Абсолютно герметично, ну как герметично, наверху здесь будет имеется сетка металлическая с небольшими отверстиями для вентиляции. Вероятность побега очень низкая, потому что насекомые не умеют летать, не умеют лазить по пластику, вот это вот у нас с пластиком стоять, поэтому очень низко. Если даже по какой-то причине личинка или жук выберутся, наш климат не подходит для их жизни, скорее всего, она поживет какое-то время и скончается, не нанеся при этом никакого урона. Жуки не ядовиты, жуки не кусаются. Да, надеюсь, у нас не будет эпидемии из-за фокусов, да? Так, спасибо, Евгений. Есть ли вопросы еще? Евгений, у меня еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, в процессе получения вот бактериального субстракта, как бы так мы будем назвать, есть какая-нибудь, то есть вы думаете в дальнейшем, как его обновлять, увеличивать, то есть какой-то полупромышленный вариант его использования вы продумывали? Уже промышленное использование, для этого нам нужна помощь лаборатории, которые здесь есть у нас микробиологические, средствами с биореактором, на котором можно будет выращивать, инкубировать такие бактерии. Мы рассматриваем вариант как возможный для промышленного получения нашего сырья. То есть достаточно будет биореактора, чтобы его бактерии эти уже тиражировать, или необходима будет какая-то подпитка как бы новых свежих штампов вот с этих жуков ваших? Скорее всего, если наши коллеги помогут нам с определением штамма, и мы получим знания о том, как это культивировать, мы, мне кажется, самостоятельно сможем использовать биореакторы, культивировать тех количества, которые нам необходимы. Пока что мы думаем, одного биореактора хватит на город, наверное. Спасибо, спасибо. Можно? Да, спасибо. Можете отключить демонстрацию экрана. Что ж, это был интересный проект Евгения Попова «Ксенос», и мы идем далее. И, уважаемые зрители, эксперты, приглашаем на сцену следующего претендента на звание чемпиона нашего битвы стартапов. И встречайте автоматический санитайзер ВИСТ от Антонова Марка. Это у нас Нюрбинский IT-центр. Что ж, уважаемый спикер, у вас будет ровно 5 минут, можете начинать. Можете начинать. Ага. Устройство многофункциональный автоматический санитайзер с названием ВИСТ, встроенным дозатором, термометром, дисплеем звуковой индикации и возможностью подключения к системе контроля управления доступом. Имеет ряд преимуществ, таких как многофункциональность, то есть устройство может дезинфицировать руки, при этом одновременно измерять температуру бесконтактным способом,
Далее сохранять вот полученные данные термометрии в виде изображения в уже персональном компьютере. Вот, то есть добавляет дату и время посещения, и в конце будет уже температура тела посетителя. Вот. Корпус изготовлен из пластика и, и по желанию заказчика может варьироваться в разных цветах. Устройство, опытный образец, вот, работающий образец устройства собран на базе микроконтроллера Arduino Uno, но в дальнейшем, в следующей партии мы будем использовать уже версию Arduino Nano для экономии места на корпусе. Также имеется датчик для бесконтактного измерения температуры, водяной насос, 7-сегментный 4-разрядный дисплей для звуковой индикации динамик и датчик пресечения. Время сборки устройства при наличии всех компонентов и то есть плюс резкого пластика и так далее займет не более 1 часа. Также из-за наличия недорогих компонентов цена устройства будет также не очень высокой, не очень дорогой. Также у нас в планах доработка программного обеспечения с добавлением интуитивно понятного графического интерфейса, которым мы заняты в данный момент. Также в программном обеспечении будет возможность сохранения полученных данных уже в виде знакомого нам Excel файла для последующей печати А4, может, для добавления уже в журнал. Далее, при использовании технологии RFID также возможно уже добавлять имя, фамилия, имя, отчество посетителя, то есть можно уже сотрудника, дату, время входа, температуру, время выхода и температуру во время выхода. То есть контроль, когда приходил, уходил, и температуру. То есть автоматизируем. Дальше тоже разрабатываем программу для уже обнаружения лица с помощью машинного зрения и приводов. Обнаружение есть, человек находится в медицинской маске, либо нет, да? Далее, также планируется версия с встроенной блокировкой двери. Это уже будет в системе контроля управления доступом. Здесь вы можете видеть, можем это устройство поставить вместо считывателя или вместо контроллера. И также версия с тепловизором, но уже цена будет более высокой, да, чем без тепловизора. Давайте увидим на остаток времени, покажу видео, как она работает. То есть подносим руку, дезинфицируем и одновременно определяет температуру, и уже в папке с программой добавляется изображение с наложенным с текстом, с данными из термометрии. То есть мы создали устройство, простое устройство, чтобы любой мог установить у себя в предприятии у входа и подключить просто к персональному компьютеру. На этом все. Далее, конечно, мы дорабатываем это все, это устройство, планируем уже и в других микроконтроллерах использовать этот принцип. И на этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста, задавайте вопросы. Спасибо, Марк, за выступление. Что ж, уважаемые эксперты, самое время задавать свои вопросы. Здравствуйте, Министерство инноваций, Макаров Иван. Марк, вы сказали насчет цены, что будет не очень дорогой, но конкретно вы не назвали
уже примерно какая-нибудь сумма у вас есть Да, по ну, цене? ниже 20 тысяч. Мгм. Спасибо. Так, Чтобы спасибо за уточнение, да. всё Еще вопросы? доступно было. Ага. Еще вопросы есть? Ну, если нету, коллег, я хотел задать такой вопрос. Марк, скажите, пожалуйста, вот вы как будете журнал вести? То есть вы вручную забиваете там фамилия, имя, отчество, и уже потом время, дату и температуру? Здесь через технологию RFID, которая используется при BSCUT, да? Ну, то есть ложишь вот карточку, да, и она уже автоматически должна... Вот заранее создается база сотрудников, и уже через RFID, настроенный RFID, уже добавляется автоматически вот имя при входе. То есть Просто... получается карточка, которая персонализирована вход, это обязательно, чтобы это было. Без этой карточки, ну, скажем, чужой посетитель придет, он уже не сможет там модифицироваться. Да, есть только в случае вот использования системы контроля управления доступом. Ну, это для своих сотрудников только получается. Да, то есть только, если только для сотрудников. Вот, разрешен. Можно использовать вот эту технологию. А без этого можно просто сфотографировать. То есть устройство вот фотографирует с помощью вот встроенной камеры, да, например, веб-камеры, и сохраняет уже в виде вот такого изображения уже любого посетителя. Ну, веб-камера у вас тоже есть, потому что цена достаточно высокая, все-таки, если вы сказали, в пределах 20 тысяч. То есть Да, вот там именно фарш какой камера, наполнение у вас. да, лучше качественную камеру установить. Либо с Спасибо. целью понизим для, если варианта без камеры. Хорошо, спасибо за выступление, отличные вопросы и отличные ответы. Надеюсь, вы тоже прислушаетесь к мнению наших экспертов. А мы идем далее. Что ж, битва стартапов продолжается, и на площадку, на наш ринг мы приглашаем следующего претендента на звание чемпиона. И встречайте, у него всего было 50 боев, 45 из них нокаутом, 5 в первом раунде. Встречайте Романа Фьюри, приложение «Апельсин». Что ж, уважаемый спикер, у вас по регламенту 5 минут, можете начинать. Еще раз здравствуйте, уважаемые участники, а также члены жюри, эксперты. Так, я представляю приложение заказа, онлайн-заказа продуктов. Ну, это может быть и другое. Часто бываю, скажем, у вузов, да, и вижу, что вот сервис в последнее время в вузах очень развивается, да, мелкий бизнес с большими темпами осваивает различные сферы услуг. И вот я вижу, что лайт-версии больших приложений онлайн-заказа, ну, например, Яндекс, такой большой агрегатор, зачем таскать деревню, если можно им предложить небольшие такие приложения.
работающий так и на андроидах, так и на... Так, и вот я представляю приложение Апельсин. Это, например, доставка продуктов. Ну, здесь начинается со стандартного такого каталог, то есть продуктов. Выбираем, заходим в каталог, листаем продукты, так, находим продукт и загоняем карту. Так, итак, потом делаем заказ, и наши заказы все те в истории. Так. Имеется чат со службой менеджмента. Остановлюсь, да. И вот это клиентская часть приложения. Вот они сделаны идентично, как и Android-версии, так и iOS-версии. Вот, идти как можно вот единому формату. Это было нелегко, но пришло. Так, иллюстрация пока через email. Вот я стремлюсь, почему стремлюсь к хочу привлечь на свою сторону внимание инвесторов, менеджеров, да, взялись за этот проект, и мы вместе бы начали работу, да. Я как именно нужен менеджмент, так, пока я так вижу. Далее. Приложение состоит как бы из трех составляющих. Вот, приложение на платформе Android имеет три варианта входа. Это клиент, это менеджер и администратор. У менеджера вот такие вот работают, так, контроль вычки и чат с клиентами, ответы на вопросы. А админ работает с продуктами, добавляет новый продукт, обновляет там количество продуктов, да, и вот кто там вот работает, ну, по предоплате или оплату контролирует, короче. Так. Здесь пока вот я не частный предприниматель, вот у меня договора нет с Сбербанком. Вот если я буду вот ИПшником, я вот заключу договор со Сбербанком и получу соответствующие коды для диплинка, чтобы организовать здесь онлайн. Ну, так как вот я вот не могу составить договор с ними, вот приложения нету этой части оплаты, да, просто оплата здесь возможно по предоплате или как вот на в сельских магазинах, как вот. Юрий, напоминай про регламент. Ага. Также вот я хотел показать ну, рабочий вот как оно все выглядит, да, в каком состоянии все страницы вот, представляют собой столько файлов, так, порядка 40 страниц, да, например, iOS-версия. Да. Работа тестируется в таком, ну, вот, копии, проверяется работа. Так. Угу. Так, время заканчивается. Ага, все. Приложение и стоит вот Play Market и загружены вот все файлы загружены App Store. Проект, ну, в основном все эти этапы прошли, а iOS-версия осталась чуть-чуть там, самое последнее, вот с названием и прочее. Все, у меня все.
Спасибо, Юрий, за выступление. Что ж, уважаемые эксперты, вопросы? Ну вот я задам один вопрос. Юрий, подскажите, название апельсин, ну как, чем вдохновлялись и почему именно апельсин? Ну, самое сложное, это, конечно, вот название, да. Вот ребенок рождается, бывает очень сложно дать имя. Вот я тоже здесь, ну вот, у меня почему-то вот дизайн пошел в таких тонах, оранжевых тонах, и я вот, да, тем более, что оно как-то кликается Apple и так далее. В голову пришло такое название. Спасибо, яркое, интересно. Сочное. Да, сочное, яркое. Что ж, эксперты, есть ли еще вопросы? Юрий, Александр? у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот как в вашей программе, кстати, что-то у меня с экраном, я плохо видел там презентацию, но тем не менее, как вы вот в вашей программе будете отслеживать исполнение заказов? Скажем, получил менеджер, администратор, там направил, а вот есть ли какие-то у вас функции, когда что подтверждаете, что товар дошел до клиента? И кто будет делать да. этот товар? Все, вот менеджер управляет этим. Там статусы готовится, история заказов, да, у каждого, вот у меня там были вот списки, да, вот это тестовые. А так, если вот, то исчезает из текущих заказов. Там есть страница текущие заказы и история заказов. Вот если из текущих заказов, да, значит, они взяли в оборот и готовят. А потом есть там специальная страница, вы следите, она доставлена или готова. Вот все время менеджер вот это отмечает у себя отметки. Это работа менеджера. То есть обратно получается. Тогда у меня следующий вопрос. Многие крупные компании примерно используют те же функции, и у них есть тоже и заказы, и способ доставки. Как вы вот будете с ними конкурировать? Ну вот light-версия, да, light-версия, именно вот в условиях, скажем, не городских, да, ну, где только есть интернет. Там проценты, соответственно, будут больших агрегаторов, да, ну, скажем, района, ну, скажем, масштаба процентов, скажем, да. Спасибо. Так, Так, вопрос, пожалуйста. Если вот кто-то вот большого агрегатора, скажем, 10% будут браться, да, здесь будут браться 6%, например, так как это масштаб и так далее. Так, Мусе, ваш вопрос. Какой, по-вашему, будет самый популярный пункт в меню в первое время при запуске приложения Апельсин? Какие продукты будут самыми популярными? Так, ну вот здесь универсально. Это приложение я могу быстро преобразовать на доставку воды. Чуть-чуть поменяем, но уже сделаем каталог, да. И вот админ пополнит, например, ну, питьевой воды, так, да. Ага. Более таким универсальным, да, чтобы админы вот, да, перепрофилировали под свой направление применения этого приложения. Еще товар, корзина и заказ. Хоть какой товар. Вот. Спасибо. От админа. Ну, спасибо, Влад. Да, спасибо, Юрий. Спасибо, Юрий. Так, ага, это было приложение Апельсин. Ну а мы идем далее. Спасибо. Спасибо.
Что ж, наша битва стартапов продолжается, далее будет еще жарче. Я бы даже сказал, скорости будут быстрее, потому что следующий проект — это аэролодка Индигирка 500. Приветствую! Что ж, спикер аэролодок Индигирка 500 готовы, у вас будет 5 минут, можете начинать. Добрый день, уважаемые участники, эксперты. Мы представляем проект аэролодка Индигирка 500. О ее технических характеристиках и особенностях мы расскажем чуть позже, а сейчас предлагаем посмотреть ролик, вживую, презентационный ролик нашей аэролодки. Якутия – самая большая административно-территориальная единица в мире и единственный субъект Российской Федерации, на территории которого применяется время 3-часовых поясов. Якутия – это более 700 тысяч речек и свыше 800 тысяч озер. Водные объекты принадлежат бассейнам таких крупных рек, как Лена, Колыма, Индигирка, Яна, Вилюй, Оленек, Анабар, Алазея. Уникальная природа манит к себе тысячи туристов, рыбаков и охотников. Однако труднодоступность наших уникальных мест делает очень затратным и опасным активный отдых. В случае чрезвычайных ситуаций спасение человеческих жизней является самым главным приоритетом, но далеко не всегда удается оперативно оказать помощь и избежать негативных последствий. Низкие температуры, отсутствие дорог, болотистая местность, ледяные торосы, малое количество заправочных станций, низкое качество топлива и отсутствие профессиональных сервисных центров и запасных частей – это лишь часть проблем, которые пришлось решать на пути создания проекта. Проанализировав факторы климатических условий труднодоступности местности, было найдено оптимальное решение для создания маломерного судна аэролодки «Индигирка». Создатели аэролодки «Индигирка» – это команда профессионалов, инженеры, судостроители, авиаконструкторы, программисты и дизайнеры с опытом работы более 20 лет. Мы спроектировали и построили лодку без преувеличения, не имеющую аналогов в мире по многим параметрам. В результате командной работы создана аэролодка, отличающаяся от своих конкурентов простотой, надежностью, экономичностью, неприхотливостью к качеству топлива и невероятной ремонтной пригодностью в полевых условиях. И, конечно же, ценой. Аэролодка «Индигирка» изготовлена на 80% из отечественных материалов. Мы не используем контрактные двигатели, как это делают другие производители. Каждая деталь изготавливается по разработанным нами чертежам на станках с числовым программным управлением. В настоящее время изготовлено и испытано 2 модели аэролодки, получены сертификаты. Аэролодка «Индигирка» полностью готова к продаже и эксплуатации и регистрации в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Лодка идеальна для эксплуатации в летнее и зимнее время, одинаково хорошо проявляет себя как на магистральных реках, так и на малых реках с перекатами, прекрасно управляется, ходит по воде, льду, снегу и болотистой местности. Управляемость на высочайшем уровне обеспечивает в том числе наличие винта с автоматическим изменением шага. Работоспособность лодки впечатляет и оставляет ближайших конкурентов позади. Каждый элемент аэролодки продуман до мелочей и испытан в суровых условиях Крайнего Севера. В конструкции лодки применены авиационные технологии. Универсальная база позволяет создавать индивидуальные лодки для разных целей, как перевозка пассажиров до 8 человек, так и перевозка грузов. «Индигирка» – лучшее решение для профессиональной охоты и рыбалки, для езды по льду, снегу и по местам, непроходимым для любого другого вида транспорта. Тонкий или талый лед, торосы, мелководье, тростники, камыши, болота, места недоступны для передвижения на веслах. При необходимости
Аэролодка может ехать по песку, гальке, болоту, печным перекатам и другим препятствиям. Для развития производства в Якутии мы приглашаем к сотрудничеству всех лиц, заинтересованных в процветании и благополучии нашего родного региона. Отлично, спасибо за демонстрацию. И будет ли еще что добавить? Микрофон. Кратко в видео было указано основные особенности этой лодки. То есть то, что мы сейчас в результате получили. Лодка прошла испытание прям живую дорогой. Было путешествие в прошлом году от Ленска до Якутска своим ходом, то есть это более 800 километров. И 96 километров, и 4 дня назад вернулись обратно. И да, приехали обратно. То есть обкатку прошло, инженерные решения все были подтверждены, и расход топлива, и, собственно, управляемость была проверена на высшем уровне. То есть там отсутствуют тросики, всевозможные хлипкие конструкции, все сделано основательно и добротно. Ну, то есть этого и добивались, чтобы это можно было эксплуатировать именно максимальная простота Якутии. Да, там отсутствуют предохранители. Те, кто понимают, это оценят, что не нужно ничего доставать, кто владеет автомобилем, знает, что такое, когда что-то перегорело. Там стоят авиационные автоматы защиты. Ну, если есть вопросы, более подробно здесь присутствует руководитель проекта Ирина Рихтерич и один из разработчиков, инженеров, то есть по тех части, пожалуйста, готовы ответить. Спасибо. Спасибо за выступление. Так, уважаемые эксперты. Добрый день, у меня вопрос первый. Вы какой двигатель используете в вашей установке? Инженер ответит даже. Этот вопрос лучше. Роман, слово вам. Ну тогда, пока инженер подходит, тогда следующий вопрос у меня. Вы сказали, у вас чешуя используется. По мере износа, как ее менять? То есть каких-то может ли человек самостоятельно поменять, или это будет сервис какой-то определенный? Так, давайте с двигателя начнем. Двигатель это 21-26, частично стоит, плюс доработанный. Заменен впуск, выпуск. Вот, контроллер заменен, свой стоит. Вот. Все откатано, чтобы было максимально экономично. То есть подтянутые обороты под вверх, крутящие вверх подтянут. Это отечественный двигатель, да? Да, да. Выбор пал на на отечественный двигатель. Во-первых, это дешевизна в обслуживании, наличие запасных частей во всех магазинах в случае, там замена расходных материалов, например, таких как ГРМ и так далее. Да? Там чугунный блок, устойчивый к перегреву, что так как мотор работает постоянно на высоких оборотах, это достаточно важный момент. То есть прослужит этот двигатель гораздо дольше, чем любой иномарочный контрактный. Ну, то есть в этом решение. Ну да, он достаточно простой и доступный для частей, собирается все на колени. Вот. Чешуя там стоит, молекулярный полиэтилен до минус 170, он, по идее, должен работать. Ну, по крайней мере, заявлен. Вот. А меняется он просто, отвязывается лист, завязывается другой. То есть достаточно что-то наехать, приподнять. Она так, нос, она легкая, здесь масса 480 килограмм, нос, она почти вся сзади, без топлива. Один человек управляется полностью. Да, поэтому... В процессе полевых испытаниях, скажем, наезжает на какой-нибудь камень или корягу, вырывается. Да. То есть ты будет заменить запасные. Это будет не... это возможно сделать. Тогда следующий вопрос. При каких отрицательных температурах, то есть минимальных, все-таки пластик, он имеет свойства хрупкости, то есть можно его эксплуатировать там минус 30, минус 50, минус 40? Сам полиэтилен, он до минус 170, температура стекленения у него минус 175. Конечно, корпус такую температуру не выдержит, но он с полиуретаном, он все равно до минус
тип будет работать. Вот, То есть дальше сохраняя все свойства. сохраняя все свойства. Дальше тоже температура соединения. Вот. По корпусу, по раме там до минус 70, минус 70 сама рама выдерживает. Ну, мотор уже, наверное, прогревать надо. Наверное, Спасибо. Еще вопрос? Последний. Реально испытывали, повреждений не было никаких. Здравствуйте. У меня вот вопрос по конструкции, да? Как реализована, скажем, защита от дождя? Друзья, ну, как бы конструкция легкая, и защита от дождя там не предусмотрена. Ну, корняк навесной тент, ну, он очень существенно замедляет движение. Тут все зависит от задачи, какая задача конкретно перед лодкой. То есть вот это сделано 2 прототипа. Цель была доказать надежность и ремонтопригодность в новых условиях. То есть, чтобы добиться экономичности и превосходства на речке, на мелких реках, чтобы можно было быстро и экономично передвигаться очень далеко, пришлось как бы очень сильно от многих вещей отказаться в пользу аэродинамики. Вот, и поэтому и веса. То есть, ну, как бы где-то теряем. То есть если стоит задача от дождя, то это обычный темп. Как бы сложности установки никаких нет, цена дешевая, в пределах 18 тысяч на такую конструкцию. Спасибо. Спасибо, да. К сожалению, по регламенту время закончилось. Интересный проект. Спасибо за видеоряд. Отличный материал. Мы идем далее. Что ж, были лодки, а где же вездеходы, спросите вы, а мы вам ответим. Вот же они. Встречайте Борисов Виктор верхом на мультиплатформенном вездеходе. Что ж, Виктор к нам подключился, у вас ровно 5 минут, да, на презентацию вашего проекта. Можете начинать. Окей, еще раз всем привет, коллеги аэроводки, привет, по цеху производства, люблю, уважаю. Я представляю производственную компанию, пока еще под незарегистрированным брендом «Российский вездеходный завод», действуем на ИП Борисов Виктор Дмитриевич. Мы занимаемся производством квадроциклов на шинах низкого давления. Называется МАЗ. Для понимания сейчас словесно, это представляем обычные квадроциклы Yamaha, но с габаритами длина 3 метра, ширина 2 метра. За счет больших колес с большим водоизмещением он имеет положительную плавучесть. Аналоги в России есть. Каждый производитель подходит к отдельным узлам индивидуально, да, там что-то конкретно такого изменения есть. Сейчас мы действуем уже порядка 2 лет. Вышло более 50 экземпляров, выпущено уже нами по территории Якутии, бегают, ну и не только. Был опыт отправки там в среднюю полосу России. Что за это время мы для себя выявили по своей продукции выпускаемой? Касаемо надежности, да, ну это техника, надежность. Были прохваты, ну проезды, да, в марте месяце при минус 30 градусах своим ходом с Якутска до Алекнинска техника доезжала, ну положительно все прошло, нормально все доехало. Это был непосредственно сам заказчик, он сам преодолел этот путь и отзвонился, все окей, все хорошо. К сожалению, там никаких видеоматериалов не сохранилось. Технические характеристики
Это японский двигатель Toyota 1,5-литровый, 109 лошадиных сил, шины размером 1100, высота, диаметр 500 и на 500 ширина, высота профиля. Все делается самим, а единственное, что мы используем готовые, это мосты Suzuki Jimny, а сейчас планомерно переходим на отечественные комплектующие, это вазовские мосты и двигатели тоже вазовские, есть в планах перейти. Почему с японского, казалось бы, качества мы переходим на российский, это аналогично нашим ребятам-производителям аэролодки, это дешевизна и простота в эксплуатации, потому что эту технику все знают. Условно говоря, в любом гараже найдем запчасть, в случае чего. Наша техника чаще используется в лесу, в тяжелых условиях, и нужна такая техника, которую нужно починить с помощью камня и палки, грубо говоря. Что еще? Сейчас на базе действующих прототипов есть план разработки мультиплатформенных вездеходов для служб таких как МЧС, пожарная части, Почта России и медицинские тоже рассматривают. В чем разница? Например, в Якутии у нас распространено явление пожара, по всей России, как у нас. Например, чтобы потушить пожар в радиусе 500 километров, нужно заводить тяжелую воздушную технику, это вертолеты или самолеты, и расходы на них очень большие. Естественно, это бьет по бюджету регионов. Проще и дешевле загнать наш маленький миниатюрный юркий такой вездеход, и ему нужна буквально маленькая лужица в любом месте практически, где он сам на себя закачивает воду, и с группой 3 человека, 2 человека могут ликвидировать какие-то мелкие очаги. Касаемо крупных очагов, он тоже рассматривается. Для Почты России тоже есть бронированные закрытые типы прицепов, которые сохранят корреспонденцию, Напоминаю про регламент, Виктор. Окей. Единственная цель участия здесь — это привлечение инвестиций от 40 миллионов рублей. Подробности я уже могу говорить с заинтересованными лицами. Спасибо, Виктор, за выступление. Что ж, уважаемые эксперты, можете вопросы, уточнения, пожелания? Добрый день, Виктор. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы продали уже, сказали, или 50-80 штук ваших вездеходов. Скажите, пожалуйста, вы каким образом проходили сертификацию? Сертификацию, спасибо за вопрос. Сертификацию мы на данный момент проходим. У нас была реорганизация в связи с этим. На данный момент проходим совместно с технопарком. Все одобрено, просто ждем, скажем так, оплаты с бюджета и все. Сертификацию будут делать московские ребята, фирма. Ясно, спасибо. Спасибо, Виктор. Есть ли еще вопрос? Что ж, благодарим. Да, конечно, Мусе. Касательно презентации в WhatsApp-группе, что делать тем, кого в этой группе нет, которые хотели бы увидеть эту презентацию? Николай, наверное, может... Да, мы отправим всем экспертам. Илья, сможете, пожалуйста, организовать как раз до окончания битвы, чтобы оценили проект этих вездеходов. Хорошо? До каждого направить. Спасибо. Что ж, мы идем далее. И я приглашаю следующего спикера, Байшу Розалию, который представит проект «Скилометр». Что ж, уважаемый спикер, у вас будет ровно 5 минут, можете начинать. Здравствуйте, уважаемые участники, меня зовут Роза Байшева. Я представляю платформу «Скилометр». Это платформа для повышения профессиональных компетенций на основе машинного обучения, то есть искусственным интеллектом.
наша основная цель – повысить результативность обучения. Для этого мы создаем систему управления образовательными треками для работодателей, профессионалов, для образовательных организаций и также технических компаний. В этой сфере сейчас стоит острая проблема с текучкой кадров, поскольку многие специалисты искали работу и учились, и получали образование в другое время. Наступил век технической революции, многие профессии исчезли, и более половины тех специалистов, которые учились тогда, сейчас работают не по этой специальности. И дальше нас ждет все новые и новые изменения, и скорость будет все увеличиваться, развитие технологий. Поэтому, когда происходит текучесть кадров, она очень сильно ударяет по проектам, как по маленьким, так и большим. А на обучение сотрудников затрачивается очень много рабочего времени, потрачены деньги, материальные и репутационные риски. Больше всего это волнует, как мы выяснили, работодателей. Мы разработали платформу, теперь это кросс-платформенное приложение и веб-версия, с помощью которой человек может увидеть свои навыки. Это колесо развития, с помощью которого он видит как свои спортивные навыки, так и бизнес-навыки. Он может на нем же выбирать курсы и проходить обучение. Далее он переходит в модуль обучения и тестирования. Здесь он может видеть курсы, проходить тесты и, самое главное, видеть свое портфолио, на котором он может видеть те скиллы, те навыки, которые он уже получил, и те навыки, которые он может получить на пути к определенной профессии. Как же это работает? Чтобы это работало и наши навыки собирались на пути к выбранной профессии, мы разработали искусственный интеллект, который был одобрен Старт.ЦТ Фондом содействия инноваций. В нем сейчас есть модель с профессиями в сфере IT и модель с более 500 востребованными профессиями в других сферах. Системой было обработано более 400 тысяч вакансий для того, чтобы определить, какие скиллы находятся внутри профессий. Например, внутри профессии разработчика Python находятся вот эти скиллы: Java, Python, C++, Kotlin, PHP, GitHub и так далее. И теперь мы обладаем данными о том, какие скиллы находятся внутри этих профессий. Система создана на основе открытых данных. Для того, чтобы адаптировать сотрудников в организации, для того, чтобы людям было интереснее учиться, мы создаем чат-боты, которые прямо через мессенджеры подключают наших участников к курсам. Также у нас теперь есть веб-версия программы, она запускается вот на следующей неделе, у нас будет премьера веб-версии. А у преподавателя есть интерактивная LMS, на которой он может легко управлять курсом обучения. Мы зарабатываем на ежемесячной оплате за размещение курсов по количеству пользователей. То есть чем больше пользователей, тем больше идет оплата. Примерно около 500-700 рублей за одного пользователя, в зависимости от того, используем ли мы чат-боты, подключаем ли мы искусственный интеллект к этой работе. С этими результатами мы прошли 3 пилота. Это был онлайн-лагерь, 2 онлайн-фестиваля и попали в топ-100 лучших идей по результатам отбора стратегии оси. В этом году мы участвовали в акселераторе EdTech и стали лучшей инновационной разработкой. Сейчас мы развиваемся в сфере корпоративного обучения, и здесь мы выступаем, чтобы представить себя и рассказать о своей веб-версии, на которой у нас будет премьера на следующей неделе. Спасибо. У вас все, да, выступление? Да, я хочу... Да, спасибо, Розалия. Интересное выступление, яркая презентация. Что ж, уважаемые эксперты, тоже настало время задать свои вопросы. Роза, спасибо за выступление. У вас на последнем слайде есть упоминание профиля Skillometer Kids. Я так понимаю, у вас есть версия приложения и сайта для школьников, или она в разработке находится? У нас есть Skillometer Teens, то есть мы его переделали в Teens, потому что Kids, он так формировал нашу аудиторию, к нам попадали в основном младшие школьники, вот, и мы решили сформироваться именно на старшеклассниках,
И у нас есть профиль в Инстаграме, и там мы время от времени пишем про проекты для школьников. И хотели бы размещать на них больше курсов для школьников. Потому что вот это колесо баланса, оно для школьников хорошо подходит. Окей, спасибо. Спасибо. Будут ли еще вопросы? Розалия, скажите, пожалуйста, если я правильно помню, у вас больше 500 профессий, которым вы адаптировали программу как бы тестирования и обучения, так? У нас есть программа, которая рекомендует, какие нужно курсы изучить по вот этим 500 профессиям. А вы вот каким образом составляли алгоритм или оценку, что именно надо изучить, и где и какие направления вы будете как бы рекомендовать для изучения в ракурсе в развитии этих профессий? Исходя из данных, которые требует рынок. Рынок задают работодатели. Они размещают вакансии, соответственно, они говорят о том, какие скиллы находятся внутри каждой профессии. Вот эти данные постоянно анализируются, система обновляется. То есть, я понял. То есть, вот я хотел сказать, что она же гибкая, должна меняться, да, постоянно, там, ежегодно, то есть, корректировать. Да, эта система очень интересна методистам, она интересна специалистам, которые сами себя развивают и хотят узнать, какие еще новые навыки им нужно освоить, чтобы быть более востребованным. Потому что, когда они изучают объявления об обучении или объявления об работе, у них более узкое восприятие. Спасибо. Так, и давайте по регламенту еще один вопрос можете задать. Ну, я думаю, что да, Розалия, все вопросы заданы. Спасибо большое за выступление. Это был проект «Скиллометр». Мы идем далее, и завершающий проект нашей битвы стартапов – это, конечно же, GoGoCourier, участник прошлого года, и в этом году тоже они представят свой обновленный проект. Итак, Андрей, подключайтесь. Что ж, GoGoCourier, у вас ровно 5 минут тоже будет. Можете начинать. Спасибо. Вот, хочу начать с того, что для великого еврейского народа выходной день – это шаббат, они ничего не делают, а для нас Саха выходной день – это день более продуктивной работы, так что я извиняюсь, что я сейчас нахожусь на даче, я колю дрова. Я рядовой сотрудник компании Technology. К сожалению, мой босс, все руководство сейчас находится в отъезде в Калининграде, и выступать остался я. Презентация вот включилась. Хочу сказать то, что наша компания сама называется Google Technology, это можете представить как целую экосистему, и основной наш проект, основная наша вещь, это, конечно же, GoGoCourier. Вот вы можете сейчас видеть на слайде наших курьеров. Что хотелось бы рассказать? Вот у нас вышло вот недавно обновление, то есть мы все, оставьте на этой презентации, пока не идите далеко. Все, спасибо. Вот мы агрегатор курьеров, мы сотрудничаем с организациями и также с физическими лицами. У нас сейчас на линии более 150 курьеров, авто, вело и пеших курьеров, и сотрудничаем в городе Якутске с более чем примерно около 300 организаций с нами сотрудничают. Вот. Также продаем, упаковываем и продаем нашу франшизу, и на несколько регионов России мы распространились, в Сургуте, в Хабаровске. Также у нас есть, мы также работаем в Нур-Султане, в Казахстане. Вот.
Я, наверное, буду немножко оговариваться, может, я чего-то не знаю, так что прошу прощения, но это просто такие вот форс-мажорные обстоятельства. Я особой кухни глубоко не знаю, но я точно могу сказать то, что наш софт постоянно обновляется, мы постоянно развиваемся. Недавно мы заказали нашу форму местному дизайнеру Аялу Иванову. Он для нас изготовил специальную форму для наших курьеров и сумки. И также мы еженедельно берем анализы ПЦР от наших курьеров. То есть мы заботимся о наших клиентах и заботимся об их здоровье в это вот непростое время. Что еще хотелось бы рассказать? Но среднее время доставки 34 минуты. Мы установили рекорд в городе Якутске в 2019 году и постоянно растем, развиваемся. Вот. Ну, как-то так. Можно в следующий слайд, если можете. Еще следующий слайд. Да, вот. Я недаром упомянул то, что мы являемся экосистемой Google Technology, и я недаром сказал то, что я рядовой сотрудник. У меня тоже есть свой стартап, у меня осталась минута, я, пожалуй, скажу. Вот, я с нуля записал уникальный код, создал свой блокчейн, он называется JTaskCoin. Можно следующий слайд, там будет просто фотка. Ну вот, я создал блокчейн и расскажу вкратце, потому что регламент. И я записал код на якутском языке, потом перевел его в древние якутские руны. Это обеспечивает безопасность нашего блокчейна. И следующий слайд. Вот моя криптовалюта, она будет обеспечиваться бивнями мамонта. Мы все знаем то, что многие криптовалюты, такие как сильные игроки, как там биткоин, лайткоин, они ничем не обеспечиваются, грубо говоря, держатся на хайпе и жадности людей. А некоторые альткоины и форки, они обеспечиваются там, по-моему, алмазами, доходя до машин Hammer, там куча разного всего. Наша криптовалюта будет обеспечиваться бивнями мамонта, и примерная рыночная стоимость бивня мамонта 1 килограмма составляет $50. Вот сейчас в данное время работаю с Министерством маркетинга по этому поводу. В первичном блоке у меня около 500 тысяч токенов. Это сделано для того, чтобы взял количество коренного населения республики, приравнял к нему токены, и в первой ячейке блокчейна создал 500 тысяч токенов. Мы все знаем то, что ресурсы, алмазы, они есть, но они же возобновляемые, то есть земля давит, углерод давится, и будут появляться новые алмазы. А бивня мамонта, его уже больше не будет, можно сказать, лет через 50. А вот добыча бивня мамонта – это жизнеобеспечивающая деятельность коренных малочисленных народов Севера в связи с федеральным законом о недрах Российской Федерации и федеральным законом о статусах коренных малочисленных народов Севера, Востока и Дальнего Востока. Только вот люди коренных малочисленных народов, они имеют право получать лицензию на добычу бивня мамонта на своих родовых общинах. И вот чтобы одновременно и поддерживая данное вот население, которое живут в аномальных условиях, и чтобы развивать Арктику нашего государства, я вот создал блокчейн, но презентация, вот у меня только 3 слайда. Наверное, вас не заинтересовало, но я это просто как по скриптум успел рассказать. Спасибо, что вы слушали. Буду отвечать на ваши вопросы. Спасибо, Андрей, за интересное выступление. У вас очень хороший, настоящий виртуальный фон, да, в Zoom. Яркое небо. Всех, кстати, поздравляем с наступлением долгожданного жаркого лета. И, уважаемые эксперты, на этой позитивной ноте тоже можете задавать свои вопросы. Название JTaskCoin. Task часть понятно. Почему G? Она связана как-то с экосистемой Google? Возможно, нет. Возможно, да. Это я просто... буква G, она очень похожа на иконку обновления. И как-то хотел интегрировать, свой логотип я нарисовал как иконку обновления, и со стороны показал, что очень похоже на букву G. И да, как-то все прикрепилось к Taskcoin.
Окей, спасибо. Спасибо. Будут ли еще вопросы? Еще немножко подождем. Ну, у меня тогда Александр, да, давайте. Ага. По Госголкурьеру все-таки. Это как бы наш проект, который на конкурсе выступает. До биткоина мы еще не дошли пока. А такой вопрос, Егор. Скажите, пожалуйста, что вы каким образом конкурируете с другими фирмами по доставке? Их тоже достаточно много. Да, нашими основными конкурентами являются такие гиганты, как Delivery Club, Яндекс.Еда. Но они в основном базируются на городах-миллионниках, не затрагивая маленькие города, такие как вот Сургут. Но там все равно и существует свой малый и средний бизнес, и дабы обеспечивать, поддерживать его, мы целенаправленно начали подключаться в таких маленьких городах. А также вот эти вот наши крупные конкуренты, они в основном работают только с физическими лицами, то есть от Иванова Ивана передать там посылку Петру. А наш курьерский агрегатор, он непосредственно работает также и с компаниями, то есть мы с ними тесно сотрудничаем, то есть они покупают у нас подписку в нашем приложении и начинают с нами сотрудничать. То есть они вместо того, чтобы компании, сотрудники, вместо того, чтобы нанимать штатного курьера, они покупают у нас подписку и сотрудничают с нашими курьерами. Спасибо, Андрей, за ответ. Что ж, я думаю, что вопросы завершены. Сейчас, секундочку. Спасибо, Ильяс, за то, что показал презентацию. Что ж, это была битва стартапов 2021 года в рамках 9-й республиканской выставки Sakai Innovation. Проекты были яркими, 8 проектов, и сейчас экспертная комиссия поставит свои баллы. И сегодня в 6 часов вечера в прямом эфире на трансляции на sakaiinnovation.ru/live мы подведем итоги и узнаем, кто же победил в нашей битве стартапов. Итак, всем спасибо, всем желаем удачи, спасибо, что были с нами, пусть победит сильнейший, и до встречи на закрытии. Всем пока!